Натали, мы сегодня снова говорим об инвестиционном соглашении. И вот мне бы хотелось, чтобы мы с вами осветили вопрос земли. Очень многие оппоненты инвестиционного соглашения утверждают, что главный вопрос в этом соглашении – это вопрос земли в Абхазии. Что вы об этом думаете? Какие у вас есть аргументы? Я как-то уже давала комментарии по вопросу данного соглашения. Я бы хотела уйти от вопроса об обсуждении в целом соглашения по пунктам, по статейно. Вопрос в этом соглашении заключается в том, что все инвестиции, которые придут в Абхазию, они должны быть чем-то обеспечены. Основным ресурсом, то, чем мы обладаем, это наша земля. Везде залогом будет являться земля. Если обращаться опять же к этому соглашению, я бы его назвала узаконенным рейдерством наших абхазских земель. Как это будет происходить? В соглашении прописывается, что это будет арендное отношение под строительство какого-либо объекта, будет отчуждение данной земли, а впоследствии будет земля являться неотъемлемой частью данного построенного инвестиционного проекта. Если будут какие-то обязательства не выполнены, может перейти в качестве залога другим третьим лицам. Здесь также в соглашении написано. В случае, предположим, если инвестор будет недобросовестный, и он не выполнит часть своих обязательств, все, что будет сооружено на данном участке земли, в случае каких-то разбирательств, ведь в этом соглашении прописано четко, что все средства, которые будут привлечены сюда в виде инвестиций, это заемные средства. А если они являются заемными средствами, это я могу вам сказать как банкир, здесь будет организована страховая компания, которая будет страховать эти риски. Более того, это будет банк, который завтра в случае каких-то невыполнения обязательств инвесторов будет осуществлять отъем согласно выданному кредиту. Вы представляете, для того, чтобы стать инвестором по данному соглашению, нужны 2 миллиарда, то есть отъем будет происходить на 2 миллиарда, вы понимаете? Будет отниматься земля. В соглашении еще о рисках говорится, о том, что законодательство в данном конкретном случае не может быть изменено по данному соглашению. Вот в этом соглашении инвесторы настолько себя обезопасили при любых обстоятельствах, что бы ни происходило, у нас наступают обязательства. А у инвесторов, я даже читаю это соглашение о их обязательствах. В случае, если этот инвестор недобросовестный, и он окажется непорядочным, получит кредит и куда-то уведет этот кредит, документы, как это будет разбираться? Здесь написано компетентные абхазские суды и там прочерк. А какие и? Значит, сегодня принято решение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Будет приниматься решение где-то в России, уж точно не в пользу Абхазии. Хочу вам сказать, это соглашение не про инвестиции, это не про бурный расцвет экономики Абхазии, это про наш суверенитет, это про то, что мы можем благодаря такому соглашению потерять как экономическую свободу, которая представлена в этом соглашении очень неравнозначно по отношению к абхазским бизнесменам, по отношению к абхазской экономике. Я бы назвала это следующим образом. Знаете, в Москве есть такой ресторан, страны, которой нет. Подписав данное соглашение и приняв данное соглашение, перспектива наша – это страны, которой не будет. Это соглашение несет нам риски, помимо потери наших земель, высоколиквидных земель наших, понимаете, это самые лучшие места будут. Помимо потери земель, мы потеряем нашу экономическую независимость, наш суверенитет. Определенные круги олигархата будут диктовать все. Это соглашение не про преференции российским инвесторам, это про несправедливость. Это про то, что наше будущее, перспектива наша в контексте этого соглашения, я бы сказала, страшна для нас. Это классика жанра, как завоевывали земли. Это не обязательно прийти с войной, это просто продать себя. Это соглашение, это про нашу продажу. Как-то я говорила о том, что данное соглашение написано для друзей Аслана Бжаня, для его друзей-олигархов. Натали, можно услышать такой, во-первых, аргумент, что они же не унесут землю с собой, земля здесь, и она остается. Это один момент. Второй момент, почему мы рассматриваем в первую очередь негативный сценарий работы инвестора, что он что-то не сделает, и земля уйдет под залог. Какие у нас основания к тому, чтобы рассматривать это именно в таком контексте? Да, землю не унесут, но кто будет владельцем данной земли? Я думаю, что юрисдикция на данные участки земли или данные объекты, юрисдикция Абхазии не будет распространяться. В данном конкретном случае, когда инвестор потратит такое количество денег, вы меня простите, он вообще может огородить забором и никого не пустит.
Сразу же привожу пример. Гудаути, купленная недавно под эгидой абхазских якобы инвесторов. Кто там владелец, мы не знаем. Гостиница «Россия», где работает исключительно российский персонал, не местные жители работают. Да? Мы же хотим поднять экономику с учетом того, что будут, нам обещают манну небесную. Это рабочие места, это хороший уровень заработных плат. И тем не менее, по факту мы сегодня видим, что в всех гостиницах, которые ранее были куплены, наибольшее количество людей, которые там работают, это иностранные граждане. Там было запрещено говорить на родном абхазском языке. Делали замечания. Это звоночек. Вроде бы ничего страшного, а завтра это будет страшно. Если речь идет по данному соглашению, и нам говорили, что это до 100 миллиардов рублей, какое количество инвесторов по 2 миллиарда должно прийти? Ну, если разделим на 2, то будет 50. Ну, скажем, не 50, а 10 инвесторов придут. Не говоря уже о преференциях, там, не говорим о налогообложении, ни о чем этом не говорим. Мы говорим о том, какое количество земель, какое количество объектов они должны будут построить на 50, там, 100 миллиардов. Вот представьте, в соглашении прописывается, что все им будет предоставляться в первую очередь. Все инфраструктурные проекты должны быть им подготовлены. При таких вложениях я бы назвала, как это, государство в государстве будет. Они будут носить анклавный характер. Один объект строительства – это один анклав. И я хочу спросить, а кто вас пустит туда, в эти анклавы? Вы думаете, вы будете иметь свободный доступ? Я вам приведу пример. Вернемся к нашему любимому инвестору Ткачеву. Взял землю Москва-Резут, который до сих пор пустует. Будучи губернатором Краснодарского края, он получил от Абхазии в дар Краснодару, дача. А потом она вдруг оказалась плавно в собственности у фирмы. Расчетные счета и документы находятся в офшорах. Там забор, по-моему, высотой в 4 метра. Кто туда попадет? Туда кто-то может попасть? Мы обсуждали этот вопрос, бытность мою депутатом, что данный объект носит режимный характер. Мы должны будем охранять этот объект. Вы понимаете, потому как пишется отдельное соглашение для олигархов и друзей Аслана Бжани, это нонсенс. Ни в одной стране мира такого нет. В ущерб, я бы сказала, нашим национальным интересам, в ущерб нашему суверенитету, нашей юрисдикции. Вот что, о чем идет речь. У нас есть программа гармонизации, в том числе и вы говорили о том, что когда эта программа предлагалась Абхазии, в ней этого инвестиционного соглашения не было. Как и зачем оно туда попало? Вот что вы можете об этом сказать? Как принятое соглашение по арбитражным судам, так и соглашение между правительством России и Абхазским об осуществлении российских юридических лиц инвестиционных проектов в плане гармонизации не было вообще. Никакого отношения к гармонизации данные вопросы не имеют. Там были вопросы о внесении изменений в законодательство об инвестициях. По решению судов арбитражных там был вопрос, возможность российскими банками отъема залога. Я думаю, что это определенные юристы, определенных олигархов, юристы Монтеры написали такое соглашение, где прописали для себя все преференции, все привилегии. Я точно могу сказать, что было совещание, оно проходило в Москве, где присутствовал наш министр экономики, председатель Национального банка был потом приглашен. Там присутствовали лица из правительства России, где как раз-таки вот эти проекты и обсуждались. Речь даже шла о субсидировании процентной ставки для фирмы. Вот почему они открывают свой филиал здесь? Это банк определенный, ВТБ, а ВТБ банк с государственным участием. То есть основной держатель, так сказать, акций или основной учредитель ВТБ – это государство, российское государство. Им нужны гарантии не потери этих денег. Все очень четко последовательно идет. Суть этих двух соглашений по арбитражным судам, в частности, по инвестиционным соглашению, дальше пойдет закон об апартаментах. Все это звенья одной цепи. Все это схлопнется в интересах определенного круга лиц. И это будет очень небольшой круг лиц. То есть мы Абхазию отдаем в собственность нескольких олигархов, друзей Бжани. Мне кажется, что там существует определенный сговор на экономическую, политическую потерю нашей страны. Мы имеем опыт, да, мы же все знаем, в Краснодарском крае, в Сочи есть Сириус. Это территория, которая не принадлежит Краснодарскому краю, прямое подчинение Москве. Они нам принадлежать не будут. Это будут территории закрытые, которые нам не принадлежат, к которым мы отношения не имеем. Работать будут и руководить этими территориями, этими инвестпроектами абхазцы уж точно не будут. Хотелось бы мне говорить про справедливость по отношению к абхазским бизнесменам. Это соглашение в ущерб абхазскому местному бизнесу, это в ущерб абхазским бизнесменам, хотя даже внесена поправка на 8 лет якобы. Это абхазские бизнесмены будут 8 лет платить налоги, а вот
инвесторы, которые будут вкладывать в нас такие колоссальные деньги, бюджет Абхазии не будут платить ничего. И еще плюс возмещение по НДС из нашего бюджета. Вот это соглашение – это крах нашей стране.